Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане, в ряде вилаятов, арендаторы предпочитают не сдавать государству хлопок-сырец очень низкого сорта. Его называют хлопковый подбор, потому что он падает в междурядье во время машинного или ручного сбора урожая. Арендаторы с большей выгодой для себя продают подбор частникам, а те скармливают его скоту. Делается это из-за крайне низких закупочных цен, которые платит государство за подобный хлопок. Дихкани же, продавая частникам подбор, сразу же получают наличные деньги, причем гораздо больше, чем им могло бы выплатить государство. Владельцы скота также с готовностью платят за питательный корм. И лишь государство остается в проигрыше, при этом являясь единственным легальным покупателем собранного урожая. Несмотря на это, оно не желает реформировать агропромышленный комплекс и как-то реагировать на нищенское существование сельчан. В Марийском вилаяте сейчас на обочинах дорог можно увидеть тележки с хлопковым подбором. Купить предлагается любому желающему. В каждой тележке около 2 тонн груза. Договорная цена от 1500 до 2000 манатов, в зависимости от количества мусора. Подбор с одной такой тележки при его очистке на заготпункте или на хлопзаводе дал бы государству дополнительно 150-200 килограммов хлопка, а вот арендатор получил бы за это копейки. Именно по этой причине арендаторы предпочитают продать неочищенный хлопок с семенами не государству, а частникам. Владельцы частных подворий также не остаются в накладе. После замачивания горячей водой из этого сырья получается отличный корм с высоким содержанием белков и других питательных веществ. При интенсивном добавлении в рацион животных такой кормовой смеси можно за 2-3 месяца откормить хорошего бычка. Распродажа хлопкового подбора организована повсеместно и почти не скрывается. Многие арендаторы знают, что зимой корма будут пользоваться высоким спросом, поэтому в самом конце уборочного сезона предусмотрительно припрятали собранный с полей подбор. Но все же они опасаются неприятностей со стороны местных властей. С этой целью они принимают меры предосторожности и конспирации. Например, тележки не стоят в одном месте, а перемещаются с одного в другое. Иногда на тележках можно увидеть записанные номера телефонов для тех покупателей, кто хочет заказать товар. Наблюдатели считают, что пытаться ловить торговцев бесполезно. Вместо этого государству следует повысить закупочные цены, ведь они не повышались много лет. А может, стоит вовсе пересмотреть подход к регулированию сельского хозяйства и дать дихканам больше свободы? Может, самое время внедрить рыночные отношения? О них так много говорят по телевизору. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.